Компетенция лечебная деятельность. Специальность фельдшер. Компетенция лечебная деятельность разработана творческой группой Якутский медицинский колледж в 2019 году впервые в Российской Федерации. Первым менеджером компетенции является Сафронова Татьяна Николаевна, преподаватель медицины катастроф Якутского медицинского колледжа. Актуальность. Качество медицинской помощи и ее доступность определяется не только адекватностью организационных форм, состоянием материально-технической базы здравоохранения, но и наличием квалифицированных специалистов. Республика Саха-Якутия является регионом с особыми климатогеографическими условиями, низкой плотностью населения, отдаленностью и труднодоступностью населенных пунктов. Расстояние между населенными пунктами, особенно в северных, приполярных и заполярных районах, составляет сотни километров. В этих условиях доступность оказания первичной медико-санитарной помощи зависит от наличия в населенном пункте медицинского работника, фельдшера, владеющего профессиональными и общими компетенциями для оказания всех видов лечебной деятельности, неотложной помощи, ведения профилактической и диспансерной работы. Цель внедрения данной компетенции – определение важности данной компетенции в сохранении, поддержании и приумножении состояния здоровья населения, особенно в труднодоступных областях Российской Федерации. Задачи – определить неоценимую роль фельдшера в здравоохранении Республики Саха-Якутия, совершенствовать подготовку специалистов по данной специальности в соответствии по стандартами WorldSkills Russia, повысить престиж и имидж профессии фельдшера. Научная новизна. Впервые в России в рамках организации «Союз молодые профессионалы» WorldSkills Russia разработана и внедрена компетенция лечебная деятельность. Практическая значимость. Высококвалифицированные специалисты предоставляют целый ряд услуг по лечебной деятельности для пациентов и их семей, должны демонстрировать высокий уровень персональной ответственности и самостоятельности на всех этапах работы, от оценки состояния здоровья клиента до установления отношений с ним. Задача специалистов – обеспечить качественную диагностику и лечение в различных обстоятельствах, учитывать все мелочи во избежание ошибок, которые могут повлечь за собой серьезные последствия вплоть до угрозы жизни. Неотъемлемыми качествами высококвалифицированного работника в этой сфере являются навыки организации работы и самоорганизации, межличностного общения, способность решать проблемы, новаторское и творческое мышление, умение понимать пациентов и работать с ними для улучшения качества их жизни. Такой специалист может работать в коллективе, самостоятельно или чередовать эти способы работы. Помощь конкретным людям, семьям и группам людей по выявлению существующих заболеваний в изменяющихся условиях окружающей среды, в достижении ими физического, умственного и социального здоровья обеспечивает улучшение состояния пациентов. В соответствии с профессиональным стандартом фельдшер, утвержденным Минтруда РФ от 31 июля 2020 года, номер 470Н, основная цель вида профессиональной деятельности – оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи, в том числе в неотложной и экстренной формах при острых заболеваниях и несчастных случаях. Фельдшеры выполняют следующие трудовые функции. Проведение обследования пациентов с целью диагностики неосложненных острых заболеваний и состояния хронических заболеваний и их обострений, травм и отравлений. Назначение и проведение лечения неосложненных заболеваний и состояний, хронических заболеваний и их обострений, травм, отравлений у взрослых и детей. Проведение мероприятий по медицинской реабилитации, в том числе при реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов. Проведение мероприятий по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни. Введение медицинской документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского персонала. Оказание медицинской помощи в экстренной форме. В Республике Саха-Якутия кадровое обеспечение фельдшерами в последние годы имеет тенденцию к повышению, но в некоторых северных и промышленных районах ощущается недостаток этих специалистов. При анализе показателей за 3 года отмечается рост обеспеченности на 10 тысяч человек населения от 9,82 до 10,32.
Укомплектованность медицинских организаций фельдшерами за последние 3 года в республике повысилась с 82,1% до 84,2%. Но в Усть-Янском, Ленском, Тампонском, Аллаиховском, Усть-Майском районах укомплектованность фельдшерами составляет от 58,3% до 66,7%. В республике внедрена программа «Земский фельдшер», по которому производятся выплаты фельдшерам, пожелавшим работать в сельской местности. С 2015 года по сегодняшний день этими выплатами воспользовались от 6 до 26 выпускников. В 2020 году размер выплат составляет 1 миллион рублей для фельдшеров, прибывших на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа. 500 тысяч рублей для фельдшеров, прибывших на работу в города с населением до 50 тысяч человек. Фельдшеры работают на фельдшерско-акушерских пунктах, обслуживая население от новорожденных до людей преклонного возраста, проводят всю диспансерную и профилактическую работу. По требованиям сегодняшнего времени фельдшер ФАП должен владеть не только профессиональными навыками, но и уметь реализовать электронный документооборот, работать в медицинских информационных системах, выписывать электронные листки нетрудоспособности, при необходимости организовать телемедицинские консультации с Центральной районной больницей и другими специализированными медицинскими организациями. Всего в республике 209 ФАП. В последнее время по национальному проекту здравоохранения строятся новые ФАПы, приобретаются модульные. На 2021 год запланировано строительство 10 ФАПов. Кроме этого, приобретаются передвижные фельдшерско-акушерские пункты, мобильные ФАПы. Передвижной фельдшерско-акушерский пункт предназначен для проведения медицинских осмотров с целью выявления заболеваний на ранних стадиях, оказания лечебно-профилактической помощи, повышения доступности и качества медицинских услуг жителям сельской местности. Фельдшеры оказывают круглосуточную скорую медицинскую помощь в отделениях и станциях скорой помощи при кровотечениях, родах, острых сердечно-сосудистых заболеваниях, травмах и отравлениях. От квалификации, быстроты реакции и правильно выбранной тактики фельдшера зависит жизнь пациентов. Фельдшеры работают в детских дошкольных учреждениях и школах, проводят профилактическую диспансерную работу и все виды первой медицинской помощи. Фельдшеры работают в отделениях и центрах медицинской профилактики, проводя все виды профилактической работы с населением, работу по привитию здорового образа жизни. В нашей республике в отдаленных северных улусах имеется недостаток во врачах узких специальностей. По заявкам Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия, Якутский медицинский колледж разработал программы специализации фельдшеров выпускных групп по эндокринологии, кардиологии, онкологии и отоларингологии. В будущем в районах, наиболее остро нуждающихся в данных специалистах, первичный прием могут вести подготовленные фельдшера под контролем специалистов ЦРБ и консультации с использованием телемедицинских технологий. Мы представляем компетенцию «Лечебная деятельность».